Таджикистане проходит акция «Одеваемся по-таджикски». В Санкт-Петербурге таджикистанец упал в шахту лифта и погиб. Украина заняла 3-е место в мире по объему импорта вооружений. В Турции число жертв выросло до 47 975 человек. Великобритания увеличивает свой оборонный бюджет до 5 миллиардов фунтов стерлингов. С 1 марта по 30 мая во всех городах-районах Таджикистана, местных органов власти, министерствах и ведомствах страны проходит акция «Одеваемся по-таджикски». Об этом сообщает госагентство «Ховар». Одежда таджиков, имеющая древнюю историю, считающаяся неотъемлемой частью национальной культуры, является отражением таджикского народа, любящего красоту и эстетики. В связи с этим, а также в целях соблюдения правильного образа одежды и популяризации национальной одежды было издано и предоставлено гражданам страны рекомендательное пособие по одежде для девушек и женщин Таджикистана. Данное пособие носит рекомендательный характер и создано в целях регламентации стиля национальной одежды. Как пишет агентство «Ховар», настоящая инструкция разработана в целях соблюдения стиля в одежде и популяризации национальных костюмов, а Министерством культуры и его структурах на местах совместно с комитетами по работе с женщинами и семьей, молодежью и спортом, исполнительными органами государственной власти, регионов, городов и района оказывать содействие в его реализации. Отмечается, что данная инструкция носит предписывающий характер и создана с целью регулирования национального стиля одежды. 42-летний гражданин Таджикистана погиб, упав в шахту лифта строящегося дома в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает портал 78.ru. Инцидент произошел 11 марта. Предположительно, он упал с высоты 6-7 этажа. Тело было направлено в морг для экспертизы, отмечается в сообщении. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Суздальское шоссе, где произошел инцидент, расположено на севере Санкт-Петербурга, рядом с Нижним Суздальским озером. Этот район в последние годы активно застраивается. В 2022 году Украина вышла на 3-е место в мире по объему импорта вооружений после Катара и Индии. В сумме за 5 лет с 2018 года Украина заняла по этому показателю 14-е место с долей мирового импорта в 2%. Крупнейшими поставщиками Киева стали США 34%, Польша 17% и Германия 11%, говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира. При этом американский экспорт в Украину, резко выросший после вторжения, все равно уступает по объему поставкам из США в Кувейт, Саудовскую Аравию, Катар и Японию. Причина, как пишет СИПРИ, в том, что этим странам США передают более передовое и дорогое вооружение, в том числе боевые самолеты и системы ПВО. В Украину же в основном поступало более старое вооружение, в том числе со складов Пентагона. Число жертв землетрясений на юге-востоке Турции выросло до 47 975 человек, сообщил об этом глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции Юнус Сезер, передает агентство Анадолу. По его словам, среди погибших около 6278 иностранцев, преимущественно граждане Сирии. Количество раненых превысило 115 тысяч. В регионе все еще продолжаются повторные подземные толчки, поэтому мы держим в готовности отряда спасателей. Еще около 300 спасателей из других стран также остаются там, сообщил глава управления по чрезвычайным ситуациям Турции Юнус Сезер. Сезер заявил, что 74 самолета и 99 вертолетов доставляют гуманитарную помощь и палатки в зону землетрясения. Глава АФА сообщил, что из зоны бедствия эвакуировано 935 722 человек. Великобритания в ближайшие 2 года увеличит свой оборонный бюджет на 5 миллиардов фунтов стерлингов. 1,9 миллиардов фунтов из этого бюджета будет потрачено на восполнение запасов оружия, которые отправляются в Украину, а также на совершенствование мощностей по производству боеприпасов. Увеличение оборонного бюджета будет объявлено в новой стратегии безопасности, которая, как ожидается, будет опубликована сегодня, в понедельник.
Британский премьер-министр Риши Сунак подтвердил это перед встречей в Калифорнии с президентом США Джо Байденом и австралийским премьером Энтони Албанезе. На этой встрече в рамках оборонного альянса AUKUS Австралия, Соединенные Королевства и Соединенные Штаты создана в 2021 году для противостояния растущему влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, планируется, в частности, согласовать поставку атомных подводных лодок Австралии. Австралия станет седьмой после США, Великобритании, Франции, Китая, Индии и России страной в мире, эксплуатирующей атомные подводные лодки. 3 миллиарда фунтов Великобритания планирует потратить на поддержку AUKUS и совершенствование промышленной инфраструктуры по строительству и обслуживанию подводных лодок. Оборонную стратегию Великобритании решено было пересмотреть после того, как Россия развязала в Украине полномасштабную войну.